Ассаляму алейкум, вас приветствует программа Channel Studio. Сегодня у нас в гостях этно-панк-рок-группа Шатур Гудур. Дорогие друзья, мы находимся в гостях у группы Шатур Гудур. Ассаляму алейкум. Что послужило для каждого из вас отправной точкой в направлении панк-рока? С чего началась ваша музыкальная, я не побоюсь этого слова, карьера? Можно Бекир первый скажет? Можно. Первый раз, видимо. Да, я вот первый раз с ребятами. С чего началась? Нравилась музыка всегда. Играл что-то. Горланил. Горланил, да, как Baby подсказывал. Shambles нравился. Мне нравился The Liber Times, а потом появился Baby Shambles, когда они переругались между собой. И эти ребята. Надежда Кадышева, ты говоришь. И Dirty Pretty Things, и Надежда Это он Кадышева. перечисляет британские. Я думаю, что в принципе, как бы она зрители сейчас повлияла, поняли да. только Надежду Кадышеву. Да, Надежду Тёплую Кадышеву ламповую. понимают все. Ну, грубо говоря, да, британский такой какой-то гаражный рок. А так потом я слушал исполнение песни Нирваны в исполнении группы JPZ. Это группа, в которой играл Джамиль. Как раз там узнал ее. А потом по приезду в Киев играл, пел сам себе там на кухне, устраивал себе концерты своей девушки. И все, в общем. И решил, да, думаю, напишу Бедная девушка. Джамилю, чтобы может согласиться обыграть мои песни. И оказалось, что нет. Что И я нет? попал в Шатур Гудур. Ну, Джамиль занимался шатуром, и как-то размениваться еще там, на парня, который черт знает что пишет. Да ладно. Предложил поучаствовать. Он говорит, хочешь, давай? Я сказал, ну давай. На самом Пришел, деле я был конечно, в Крыму, перепуганный. кстати, и мне, да, и приходит сообщение от Бекира, и типа, вот, там, я знаю, ты играешь, всякое такое, мне очень нравится твоя музыка. Ну да, я У меня как вот бы есть тексты нормально. на украинском, на русском языке. Я говорю, да нет, я не хочу стандартные песни петь на украинском, на русском языках. Говорю, как бы я ничего против не имею. Ну, говорю, я вот стандартные песни пою на крымско-татарском. А так мне нравится, типа, экспериментировать, там, не знаю, что-то делать такое, потому что, типа, от стандартных, так сказать, форм я устал. Но мы отвлеклись от вопроса, что послужило отправной точкой. Вот у тебя. Отправной точкой послужила, ну, естественно, родственные связи и... По блату, да. Кумовство.
сена. Эй, поделер, я парамаман. Гузель, гузель, хыз чехларга, садарым сена. Аман-аман, гузель, гузель, хыз чехларга, садарым сена. Учма дахаргам, дударым сена. Аман-аман, ханат ларым, югарым сена. Учма дахаргам, дударым сена. Аман-аман, ханат ларым, югарым сена. Эй, поделер, я парамаман. Гузель, гузель, хыз чехларга, садарым сена. Аман-аман, гузель, гузель, хыз чехларга, садарым сена. Ах, аман-аман, шекерем аман, эвлиде дегель, дегярам аман, эвлиде дегель, дегярам аман. Учма дахаргам, дударым сена. Аман-аман, ханат ларым, югарым сена. Учма дахаргам, дударым сена. Аман-аман, ханат ларым, югарым сена. Я знаю, что ваша первая песня была написана в 2006 году, если я Да. не ошибаюсь, да? Именно тобой, Сулейман, и так образовалась ваша группа, да? Ну, я бы сказал, что они, знаешь, играли со своим одноклассником на базе, где мы играли, ребята постарше, там, типа, свои песни сочиняли, да, там всякие. А мы просто приходили Они, да, и играли, и хотели еще попробовать. в школе учились. да. Мы тогда хотели играть другую вообще музыку, но тем не менее я уже плотно увлекался панк-роком. А музыкальная моя карьера началась с ксилофона. И на ксилофоне в 10 лет я играл лучше, мне кажется, чем на барабанах в 25. Да, он у нас юный виртуоз. Вы испортили ему Да. карьеру. Вот. И когда закончил музыкалку, я достаточно долго не возвращался к инструменту, и, наверное, вот в классе в 9. А в 10 мне очень захотелось попробовать, как будет звучать тяжелая музыка на родном языке. Очень-очень захотелось, и вот как-то неожиданно в голову пришли строчки Кымсыгы Бахма. Они, мне кажется, очень неплохо отображают как раз дух вот этого возраста. Да. Ну, мне вообще кажется иногда, что Кымсыгы Бахма, она до сих пор со мной идет. Вот Самая лучшая и дух, настоящая. дух этой песни, да, и она самая лучшая и с точки зрения панк-рока, и с точки зрения настоящести и правдивости Наверное. по отношению к Да, я самому помню, себе. заслушал ее до дыр в университете, первый курс, Бахчисарай, Арал-Хары, Кимсиге Бахма и вот Мыз-Мыз. Хазан. В плейлисте был. Халви Хазан еще, да. Да, Там всё. как раз там по Мы очереди. В гараже у себя писали, а я тогда осваивал методы записи. И каким-то образом так получилось, что когда мы репетировали как раз Кымсыгы Бахма и Мыз-Мыз, которая потом стала песней «Не те сыры ты», она так и не вошла ни в какой сингл, ни в какой альбом. Джемиль заинтересовался и говорит, дайте-ка я вам подыграю на гитаре. Потому что изначально там, Да, причем мы не вдвоем там были. было только, да, барабаны и И бас. Вот. Нам, в принципе, не нужна была гитара, вполне было достаточно того, что есть.
Шатура Гудур. И так вот мы сыграли Кимсаге Бахма, а потом начали играть другие песни. И изначально тогда на самом деле Шатуром, мне кажется... Тогда еще название Шатура вообще Не было. Оно появилось года через 3, наверное, только, наверное. Да, может быть, 2. Ты уже в университете Кто придумал, учился. кстати, это название? Вот эти, Наш вообще, дядя. это да, я просто одно время Фиг со своим дядей Селимом Навкулаевым, привет, пользуясь случаем, я его тогда не видел. Вот, и мы тусовались вместе, вот, работали вместе, и я от него услышал такое, что знаешь, Шатура-Гудрианск, Шатура-Гудур, там это очень, да, они часто, нам было смешно, и нам показалось, что как раз если вот мы будем когда-нибудь сделаем такую группу и будем петь Карамджа, да, то вот ее именно так и надо называть. Татарлаштах, Руслаштах, Узбеклештах біз. Білмемді кімлештах, немелештах біз. Білмемді кімлештах, немелештах біз. Yeşil olduk, bozulduk. Biz simhara dünyalarga tozulduk. Vatanға yara. Yeşil olduk, bozulduk. Biz simhara dünyalarga tozulduk. Vatanға yara. Vatanға yara. Сырларнен баш тартып, Хырылашмақтан бейазлаштық. Қалмадық қызылашмақтан. Қалмадық қызылашмақтан. Қалмадық, 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 қалмадық. Yeşil olduk, bozulduk. Затем қара дүнияларға тозылдық. Vatanға yara. Yeşil olduk, bozulduk. Затем қара дүнияларға тозылдық. Vatanға yara. Vatanға yara. На-на-на-на-на. В апреле этого года состоялась презентация вашего альбома. И что очень радует, что все песни, вошедшие в этот альбом, были на крымско-татарском языке. Вот это принципиальная такая позиция петь песни на родном языке, или это просто стечение обстоятельств? Я отвечу. Ну да, это на самом деле больше принципиальная позиция, но, знаешь, мы столкнулись на немногочисленных концертах с реакцией крымско-татарской говорящей публикой, что вот типа, ой, у вас, говорит,
Неплохая музыка, Да, но ничего классная не музыка. понятно. Он говорит, вот вы поете, и вот да, а вот хочется понять о чем. И вот мы до сих пор думаем, как бы вот адаптировать какими-нибудь, может, видеообразами, не знаю. А вообще, да. А хотя вот у нас последняя песня, вот в этой передаче она прозвучит. Мы ее назвали «Лугат», она половина украинская, на украинском языке, половина на крымско-татарском. Там прям последовательность такая идет. То есть вот пока вот такое решение нашли. Час минає, вахитки ті, я не умію життя нове. Все ніби так, та щось не те. В душі щось ниє, щось пече. Не те ще як же, не те ще як же. Как воспринимают вот ваши родственники, да, старшее поколение вашу музыку? Ну, неоднозначное Да. восприятие, это 100%. Кто-то поддерживает, ну, как и любому явлению, не бывает какой-то стопроцентной поддержки. И я не могу разделить, где большая часть то ли за, то ли против, но, безусловно, есть те, кто очень позитивно это воспринимает, положительно, и говорят, что надо продолжать. Но есть и те, кто уверены, причем я, кстати, слышал даже вот именно от представителей старшего поколения лично, что вот что-то у вас не то и не так, и нельзя так делать, и нельзя перекраивать народные песни. Да. Вот. И, кстати, как вы относитесь к этому, Вот я, к кстати, этой с этим критике? полностью не согласен, потому что я в один период, знаешь, меня осенило, слушая тот же панк-рок, вот Green Day. У них очень много песен, они быстрые, но сыграны на гитарах и на шумные, банджо. да. А вот если представить, это на самом деле кантри. Вот вообще все пошло вот кантри, блюз, ну как бы, да, то есть популярная музыка, вот. И то есть по-правильному все вот эти вот процессы, как бы, ну, мне кажется, если бы, вот, например, вот развивалась там индустрия производства гитар, того-сего, то не было никаких там, если бы не давили культуру, так сказать, например, украинскую, нашу, то оно было так вот по себе, то есть из народа бы пошло вот, ну, вот в эту сферу. Ну да.
по большому счету. Что меня очень радует, что из тех немногих, Но я могу понять, кстати, да, людей, которые так кто говорят. из тех немногих, кто услышал нашу музыку, у них нет апатии. Вот есть либо Да, что-то да, такое очень. очень негативное, либо очень позитивное. Она не оставляет равнодушной. Дуньяных ачбучах полетех я шум, да. Дербенные римтен хачет дымы яма. Чеверлеп айлянам бузер всем вашим да харштер берщей. То кровок беяла. Aydı da burgeri, aydı da burgeri, aydı da burgeri, aydı da aydı da burgeri, aydı da burgeri, aydı da burgeri, aydı da Zaptılık sevgini nefretini aldım. Dersim ki выходу için не koydum. Manlanı kaç kere pervazga uğrap Kapıdan geçkende divanı aydım. Tuz yalıma günde gün yarım bir aydım. Aydı da burgeri, aydı da burgeri, aydı da burgeri, aydı da aydı da burgeri, aydı da burgeri, aydı da burgeri, aydı da Основная тема вашего творчества социальная, да? Ну, вы иногда говорите, что она социально-бытовая, но я бы сейчас назвала ее остро-социальной, потому что в одной из ваших композиций, одна из ваших композиций называется «Нуман». В тексте этой песни вы использовали слова из гимна крымско-татарского народа. Я бы сказала, что это очень большая ответственность. Как вы решились на это и чья это была идея? На самом деле история песни очень такая забавная в том плане, что я постирал струны на басе, в буквальном смысле, чтобы они звенели. И что-то сидел, настроил, сидел, бренчал, и пришло в голову такой романтичный такой аккорд, знаешь, ну, сочетание аккордов. И я позвал свою жену Риану и говорю: смотри, давай я тебе песню посвящу, хоть когда-то, знаешь, вот какая песня. А потом пришел мой друг Муслим Умеров, который тогда играл. И что-то мы думали, какие будут там слова, давай напишем. И чего-то, я не помню, кому точно пришла в голову эта мысль. Ну, и Риана сказала спасибо Муслиму. Нет, Риана, кстати, Спасибо, что пришел. Да, Что зашел. Да. Больше так не сделал. Действительно, да, интересная история песни. Но мне просто очень нравятся именно вот эти две строчки. Они, ну, как бы, они действительно, они говорят вот о жизни, ну, всех людей. То есть о небезразличии, так сказать. И очень о том, символично, это да. Все, да, закончится все равно. Ну, Единственное, мне кажется, что это несло бы какую-то большую ответственность, как я юрист добавлю, если бы мы весь текст гимна взяли. да, кстати. А мы взяли просто 2 строчки из стихотворения.
Но И все равно это меняет. это Ну, это в любом случае. несет какую-то определенную энергетику, да? Ну да. А по поводу социальности, мне Повод для кажется, спекуляций, что у Шатура были социальные песни в самом начале. Это песня «Плов», это даже Кымсаки Бахма, можно ее частично называть Плов вообще тоже. самое социальное. Плов самая социальная, да. И какая еще? Наверное, все. Мыс-мыс был. И мыс-мыс. Самая социальная, да, вот плов и мыс-мыс. Там Который... про Меджлис. Да. Она была посвящена тому, что люди, когда они сталкиваются с какими-то проблемами, прежде всего склонны искать внешние факторы, которые обуславливают эту проблему. И Они себе. потом слова были изменены, потому что просто Потому что решили... мы подумали, что не надо это петь. Да. Но Вот это потом, ответственно. потом дальше, вот, например, песня «Худжур Галибе», которая была на стихотворении Майя «Майя Софет. «Иноман» тоже. Эти песни вот лично я больше рассматриваю как экзистенциальные, это как поиск себя. Можно. Но они вот очень многозначны. То есть тут можно увидеть и социальный подтекст, и исторические события, которые произошли там 3 года назад. И в том числе, наверное, поиск себя. Да, вот мы в первую очередь, скорее всего, подходим, чтобы оно было многозначно, знаешь, чтобы как-то трактовалось именно узко как-то. А если узко, то чтобы это была какая-то просто история повествования. Nasıl neki kardeş Barbarana korkmasın Onlar için günsen haykırmasam yaşasam Nasıl neki kardeş Barbarana korkmasın Onlar için günsen haykırmasam yaşasam Mezarcılar gelir Meni komegekene bir gün Mezarcılar gelir Meni komegekene Na 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 Фигрет, вот ты работаешь на радио МИДа.
И у меня к тебе вопрос. У тебя, как у звукорежиссера радио Мейдан, какие у тебя в твоем телефоне, в твоем плейлисте песни есть крымско-татарские? Понятное дело, что не только Крымско-татарские. Шатур-Гудур. У меня Сабрия Реджепова «Учмада Харгам». Это же песня в исполнении Февзи Белялова. И Нини Сабрия Идея Топче. И Ханауда Пармахлар Февзи Белялова. То есть ты такой классик крымско-татарской. Да, я Здорово. просто думаю, как бы мы их переделать еще можно. Осовременить. Понятно все. А я так не подмажусь, у меня на плеере была твоя песня диджея Бибека. Алдоп. Мне она очень нравилась. Да, мы ее хотели, кстати, замиксовать Да. под свою. Не знаю, как ты бы отнеслась. Спокойно, вы очень хорошо в этом. Но Но она очень действительно очень дарит кочевая. меня, Она, да. вот это очень, это продукт очень качественный. Umurum kervan gibi geçik ozunu günde balalıktan özgen yerim çıkma esimden Bahçe saray aralıkları yaşlığım sizden bağlı alçak yüksek evlerimiz aklımda kaldı. Сырлы чешме сабузган Шабалда ашлык базар Умалелен озокатлар Акылда дура Бахче сарай aralıkları yaşlığım Sizden bağlı Alçak yüksek evlerimiz aklımda kaldı. Vahşi saray aralıkları yaşlığım sizden bağlı Alçak yüksek evlerimiz aklımda kaldı. Hamle hasebetlerini sizler ile men boydum Sizler ile efkarımda yığladım kulüktüm Bahçe saray aralıkları yaşlığım sizden bağlı Alçak yüksek evlerimiz aklımda kaldı Bahçe saray aralıkları yaşlığım sizden bağlı Alçak yüksek evlerimiz aklımda Какие у вас дальнейшие цели и перспективы? По целям и перспективам уже очень долго есть такая мечта выступить на фестивале, желательно где-то в Германии или, может быть, в Венгрии, где перед зрителями, которых было бы больше 20 или 30 тысяч. Очень интересно прочувствовать эту энергетику. Я думаю, что Ты никогда не делился со мной? Да, нет, у меня давно очень такая На цель. Гластенберри. Ну, Гластенберри. Хорошая цель. Или вот я просто с детства смотрел на MTV Deutsch Rock am Ring, когда они крутили, и мне даже через телевизор передавалась эта энергетика. Я думаю, что там было около 40-50 тысяч. Нифига. Так что мы пойдем готовиться. Соберем толпу. Да. ну, я желаю вам Обзвоним успехов знакомых. на пути к такой замечательной цели. Слава Богу. Спасибо, что пригласили нас к себе в гости. Было здорово окунуться в ваше творчество, услышать ваши интересные мысли. До новых встреч! Стану. До новых встреч. А с вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР, слушайте хорошую музыку.